Решительную роль в образовании Якутской автономной республики сыграли видные общественные и политические деятели Максим Кирович Аммосов, Платон Аюнский и наш земляк Исида Барахов. Для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и для детей с ограниченными возможностями здоровья в Верхневилюйске работает объединение «Опора». Педагог Мария Лукинова практикует песочную анимацию. Сделаны специальные планшеты размером 50 на 70 с подсветкой и матовым стеклом. Для работы педагог сама заранее заготавливает местный верхневилюйский песок. Просеиваю через сито, промываю несколько раз и стерилизую. Также в работе с детьми использую цветной песок, его я крашу акриловыми красками. Относительно планов на будущее, в планах организовать мобильную студию песочной анимации, и в этих целях мы подготовили проект на получение гранта главы республики. Пока результаты неизвестны, но мы надеемся на положительный результат. В преддверии столетия образования Якутской АССР дети нарисовали песком наших выдающихся политических деятелей, стоявших у истоков создания государственности нашего народа. Платона Аюнского, Максима Аммосова и Исидора Барахова. Для создания портретов дети используют технику насыпания через щепотку. На сегодняшнее занятие пришли 4 мальчиков, воспитывающихся в детском доме. Они только год как приехали в Верхневилюйск из Мегино-Кангаласского и Горного Улусов. Видно, что ребятам интересен этот вид художества. Я ученик в школе номер 1 имени Исидора Барахова, поэтому я выбрал его портрет. Это был мой первый в жизни рисунок песком. Я очень горжусь, что учусь в школе имени Исидора Барахова. Немного сложновато было делать детали лица. Мы, когда делаем, используем распечатанные фотографии. Помимо портрета, ты еще что любишь рисовать? Ну, бывает иногда природу, горы, еще и здания всякие. Для показа своей работы на планшете Мария использует камеру, проектор и интерактивную доску. Техника скоростного рисования. Сначала нам надо подготовить фон. Для этого мы берем в кулак песок и равномерными движениями насыпаем песок. Песок должен просачиваться через пальцы. Равномерный фон – это очень важно. И начинаем увеличивать тело. Делаем клювик, ногтем и параллельно шее делаем крыло. Так. И сразу 3 пальцами делаем оперение. Вот такая лебедь у нас получилась. Объединение «Опора» работает не только в самом Верхневилюйске, но и выезжает в близлежащие наслега. Песочная анимация – это не только картины и портреты. Например, дети делают мультики, а увлекающийся программированием Вова работает с монтажом. Спят твои соседи, звездные медведи, спи и ты, малыш. Вот бы мне стать белым медвежонком хотя бы на один единственный денечек. Привет, белый медвежонок, как тебя зовут? Привет, я звездочка, я упала с неба. А я вышел с океана, Северно-Ледовитого. Пойдем поиграем. А ты покажешь мне все? Как хорошо, настоящая горка. Юху! Побежали, есть еще красивее места. Звездочка, а ты умеешь плавать? Это все мои друзья. Как красиво! Хороший у меня появился друг. Как хорошо жить на земле, но дома лучше. Я тоже хочу к тебе в гости. Там, на небе, прилетай.
А в детской школе искусств имени Николая Байлохова в художественном отделении царит немного иная атмосфера. Преподаватель Майя Васильевна – педагог и художник-живописец почти с 30-летним стажем. Она закончила Якутское художественное училище имени Петра Романова и Арктический государственный институт культуры и искусств. Сегодня у нас урок первомайских праздников «Мир, труд, май». День – это праздник труда, единства и чего? Мира, да? В прошлом уроке мы продолжим, да, занятия. А те, которые начали, можете рисовать. Сегодня, конечно, я сейчас вам прочту одно стихотворение, которое расскажет о первомайском празднике, да? Ага, вот такой призыв. Выходи на улицу, не сиди ты дома, весь народ с флажками ходит по дорогам. Ты не думай долго, тоже флаг хватай, если нету флага, шарик надувай. И вперед с колонной весело шагай, ведь сегодня праздник, праздник 1 мая. В художественном отделении учатся 5 лет. По окончании получают свидетельство, удостоверяющее, что ученик прошел обучение. Эти дети учатся 1-й год. Сегодняшний урок посвящен празднику весны и труда 1 мая. Это парад 1 мая, и все люди пришли праздновать. И люди взяли шарик и флаг, чтобы пойти на парад, чтобы праздновать. Они очень рады, что 1 мая, и ждут лета. А люди пришли с машиной, чтобы праздновать, да? Они украсили, да? Ага, они украсили свои машины и с шариками. Другие едут, чтобы праздновать. Какие тут флаги есть? И тут есть Якутия и Россия. Я рисовала это маркерами и карандашем, и черной ручкой. Я больше всех пользовалась всеми цветами, которые здесь есть. Потому что тут мало цветов, кажется. Но я больше пользовалась коричневой. Занимаясь рисованием, ребенок учится мыслить пространственно, манипулирует абстрактными цветовыми фигурами и даже развивает математические способности. Манера ведения уроков Майи Васильевны детям всегда интересна. Если так взять, я уже 28-й год уже работаю в этой школе. В художественном отделении еще у нас есть филиал Кентийской СОЖ, средней школе, средней общеобразовательной школе у нас есть филиал, в котором занимаются дети тоже. Уже который 27-й год пошел, как они занимаются там. Но выпускников у меня много, так как уже 33 выпускника у меня сейчас поступили в различные учебные заведения по этой программе. И, конечно, есть у меня и свои учителя, там, архитекторы, которые полезно работают в своей стране. И еще у меня есть дизайнеры, ювелиры. И, конечно, я ими горжусь. Помимо этого, у нас каждый год, конечно, это последнее время в связи с этими пандемией у нас не было, но мы каждый год занимаемся пленэром. Выходим на природу, рисуем природу. Там дети особо развиваются, видеть особенно пространство и световоздушную среду. Это развивает во всем становлению художника, быть художником, стать художником. Самый главный у нас аспект обучения. Обязательно должны пройти пленэрную практику. В 1 класс школы искусств берут детей любого возраста. Жене 12 лет, но учится 1-й год. Рисованием увлекается уже 5 лет. 5 лет рисовала этим карандашами и акварелью. Скажи про этот рисунок. Мы Единая Россия, там написано. Карандашами рисовала, сама придумала. Самое сложное — это рисовать нос. Почему? Форму надо рисовать.
Сложно ли рисовать оттенок кожи? Сложно. Очень разные. Некоторые темные, некоторые белые. А я использую тело кожи, это красными, оранжевый, желтый. Немножко зеленоватый. Помимо у нас несколько предметов. Предметы такие. Основные предметы — это рисунок, живопись, композиции. И, конечно, по композиции у нас два. Это станковая композиция, это и прикладная композиция, это значит декоративная композиция. И еще у нас есть помимо этого лепка, где дети занимаются не только по скульптуре, да, но там мы делаем еще из глины изделия. Дети лепят разные фигурки. И помимо этого еще у нас обязательный предмет, потому что если художник не знает историю развития искусств, то он, конечно, не будет сам развиваться. Поэтому у нас обязательно мы обучаем по истории искусств. Предмет такой у нас есть, сдают экзамены, зачеты. Ага. Каждый оценку получает. Конечно, занятия в художественном классе детям дают очень много, конечно, по общему развитию. И дети развиваются не только, творческий у них потенциал развивается, но в том числе и они еще свое видение мира и логическое мышление очень хорошо развивается. В других предметах они подтягиваются из-за этого. Так что я призываю, чтобы дети занимались в художественных школах, классах, и в кружках, если есть, у них в школе есть кружки. Небо, солнце. Конечно, когда рассвет красивый, это дает им возможность видеть в мире самое прекрасное. Все дети любят рисовать, ведь это самое первое творческое занятие. Живопись такая разнообразная. Появляются новые способы рисования, разные техники и приемы. И самое главное, художественное развитие влияет на детей только в положительном ключе.